Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и беседуем с наиболее интересными, знающими людьми. Сегодня у нас очень интересный гость. Это Галина Третьякова, глава комитета, я сейчас правильно все скажу, по делам ветеранов. Социальной политики и защиты прав ветеранов. Защита прав ветеранов. И по оккупированным территориям тоже? Нет. Это отдельный комитет по правам человека и реинтеграции. Просто я когда слышу про ветеранов, я всегда думаю, что это как-то связано. Но вы же вместе работаете все равно. Да, безусловно. Вот, и вы член фракции правящей партии «Слуга народа». Да. Очень рад вас видеть. После перерыва вынужденного с нашим вещанием, вы первый, вот, по крайней мере, в моем эфире, представитель «Слуг народа». И я знаю, что вы переживали за АТР тоже и нам помогали как могли. Спасибо. Приветствую вас в новом эфире, приветствую слушателей вашего канала. Да, мы когда-то занимались здесь, когда была проблема с финансированием, мы действительно набирали Державную службу казначейства для того, чтобы выяснить... Я знаю, я просто благодарен всем людям, потому что неравнодушие — это не единственное, что должно отличать, мне кажется, нормального законодателя от лишнего. Просто. Да, реакция такая есть. Вот у меня всегда есть желание, я где-то вижу там проблему. Сегодня мне задавали вопрос по одной 80-летней старушке, у которой отключили газовое снабжение. У меня был законопроект, его, к сожалению, не пропустил комитет. Я буду его дорабатывать про криминальную ответственность за отключение коммунальных услуг в холодное время года. Вне зависимости от того, у нас достаточно серьезная проблема с бедностью, и много людей не платят. Это угроза жизни просто. 100%. Это как человека высадить из маршрутки зимой. И, в общем, мне кажется, что коммунальные службы – это приватная компания в Лубнах, Лубный газ. Мне кажется, что они мало понимают, что холод убивает человека гораздо быстрее, чем голод. Что бывает такое, что нас 80-летним людям отключают 81, отопление? Да. Пенсионерка отключили. На Фейсбуке сегодня был этот блог. И это не первый случай по этой территории и именно по Лубнам. И именно поэтому, в общем-то, это и провоцировало меня подготовки законопроекта. Я считаю, что когда мы в стране введем честный прожиточный минимум, и когда у нас кормилец, который в семье содержит, по-русски такое не очень красивое слово, иждивенец, а в украинском есть слово утриманец. И вот у него другая коннотация совершенно. Годувальник утримує утриманців, не иждивенцев, не потому, что они ничего не делают, потому что они не могут себя в домашней или не просто, могут, да. или в домашней занятости есть очень много работ, которые, к сожалению, наши макроэкономические показатели вообще не учитывают. А на самом деле домашняя занятость в европейских странах – это есть труд, которым человек может в том числе добывать себе пропитание. Это, кстати, то, что спасало украинцев и в 2014 году, и сейчас во время ковида. Мы очень такая домашне занятая нация, трудящая. Мы там сажаем картошку, режем веники, продаем их, делаем консервацию, потом это продаем. Я считаю, слава богу, Галина, что у нас нефти и газа в таком количестве нет, и мы все-таки действительно европейская работающая нация, а не сидящие на иглах там, на всяких разных. Да. И сразу, чтобы мне тоже понимать больше, круг ваших обязанностей как главы комитета по социальной политике ветеранам и ну, что это за комитет, сколько людей туда входят, каких фракций и какой круг вопросов вообще в комитет Верховной Рады вот этот? У нас 9 человек в комитете из народных депутатов. Входят к нам следующие фракции. У нас есть секретарь нашего комитета, это Давира, группа Давира, но она считается как фракция. Отдельно группы народных депутатов соответствуют как бы фракционному течению, они голосуют вместе. У нас есть Батькивщина, соответственно, у нас непосредственно работает Юлия Владимировна Тимошенко от Батькивщины. То есть вы начальница? Ну нет, нету в парламентских отношениях нету начальниц. Я понимаю, да. Нету начальников, вообще нету. Ну точно так же, как и Дмитрий Разумков, он не есть начальник над всеми народными депутатами. Да я понимаю, я шучу. Вот. У нас вообще у народного депутата, сейчас я вернусь к нашим обязанностям, есть 3 функции. И очень большое количество наших граждан, может быть, мы плохо преподаем в школах, в институтах обустройство, институциональные основы обустройства государства, но вот мы одна из гилок влады, и эта ветка влады, она занимается 3 функциями. Законодательная, то есть народный депутат должен принимать законы. Принимать законы, которые он разрабатывает либо сам, либо кабинет министров, либо президент. Вот 3 как бы вот эти ветки, но дальше у нас есть процедура, она описана регламентом Верховного Совета и регламентом работы комитетов, потому что большая часть работы происходит в комитетах. Вот если вы поговорите с американским сенатором
депутатам, парламентариям, он скажет: у нас через 2 месяца будут комитетские слушания. И эти комитетские слушания, о них знает вся страна. Все следят, что там происходит. Вот за вот эти 9 месяцев каденции нашей мы провели несколько комитетских слушаний и по задолженности, по заработной плате. Собираемся слушать в следующем месяце работу Пенсионного фонда. Мы провели комитетские, а потом парламентские слушания 18 декабря по прожиточному минимуму. Это было большое событие, потому что к этим слушаниям все подают большое количество документации, особенно научные науковцы, да, вот стейкхолдеры, которые пишут труды по этому поводу. И мы это все очень детально изучили и отработали рекомендации, что делать с прожиточным минимумом. Они послужили законопроектом 3515 о предпосылках изменения подходов и к физическому смыслу прожиточного минимума в том числе. Вот у нас 9 человек. Это Биут Юлия Владимировна, есть ОПЗЖ, это Наталья Юрьевна Королевская, она один из моих замов. И есть 5 человек, включая меня, это фракция «Слуга народа». Ну, 2 человека как работать? Саботажа нет у вас со стороны ничей? Смотрите, нету никого, вот это важно отметить, Давайте. нету никого от Евросолидарности. Почему? И нету никого от «Голоса». Почему? Ну, Вас не любят или Королевскую? Нет, у нас есть свободные места. У нас есть в комитете свободные места, потому что количество, кто в комитете, сколько человек, у нас есть места, можно прийти и работать. Ну, или не хватает специалистов, или нету желания работать. Социальная политика, это уже там выясняйте вы, как вы знаете, наши функции. Да, сейчас, подождите. Конечно, социальная политика – это вообще такая, в общем, история, ну, скажем так, это... Не Такая. то, вот где можно сесть там на какие-то потоки и лоббировать какие-то интересы. Да, потоков тут сложновато нет. Тут, да. Потоков тут нет. И если они есть, то нужна верификация. Мы ее приняли в сентябре. Ну вот, вернувшись к функциям. Законодательная функция. Вторая функция – это контрольная функция у народного депутата. Контрольная функция заключается в том, что по обращению кого-нибудь, кого угодно, мы можем проверить, что там происходит. А в том числе создавать тимчасовые следующие комиссии, которые расследуют, но они, собственно, не обладают функцией оперативно-розыскной деятельностью. Но народные депутаты могут пригласить всех и выслушать. Публичное расследование парламентское. Да, публичное расследование такое. Вот, собственно, вот это контрольная функция. И третья функция организационная. Собственно, для того, чтобы вот это все делать и обговаривать законопроектные все акты в контексте полного цикла публичной политики, а он введен в Верховном Совете, вот для этого нужны организационные всякие штуки. И вот комитет – это организация работы Верховного Совета. Потому что весь зал в количестве там, до 450 народных депутатов, без тех, там, кого мы сегодня не можем включить в наш состав, эти народные депутаты, они не могут в таком количестве обсуждать всю тематику. Поэтому обсуждают они вот в работе. Ну, для того и есть комитеты. Да. Я, кстати, хотел пояснить зрителям, что вы неправильно меня не поняли. Я не обвиняю ни в коем случае партию «Голос» и Европейской солидарности в том, что они за потоками-то какими-то финансовыми следят. Нет, ну просто если есть места в комитете по социальной политике, я думаю, что правильно будет их занять, потому что это тоже касается миллионов людей. На самом деле. Это касается каждого вообще, на самом деле. Что такое социальная политика и какие у нас вопросы? Это все трудовые отношения. Это фонд социального страхования, это фонд безработицы, это Державная инспекция праці. Хочу сказать, что вот в европейской практике Державная инспекция праці самый мощный фискальный орган после налоговой инспекции. Да, их боятся, я знаю. Да, потому что они защищают права людей. Вот, кстати, давайте перейдем к конкретике. В принципе, понятно уже, о чем идет речь. У нас сейчас... пенсионная реформа. Понятно. У нас загальнообов'язковий державный социальный страхование. Вот смотрите, Галин, сейчас кризис, ну, он естественный из-за коронавируса, и я просто так знаю, что многие работодатели сейчас так, ну, выражаясь народным языком, чешут репу, думают, как снизить расходную часть. И я думаю, что будут и увольнения, и будут и все вот в этом духе. Вы ожидаете действительно безработицы в стране в связи с этим? У меня в телефоне, могу вам показать, каждодневный анализ, что происходит с движением в фонде безработицы. Давайте, интересно, вот что вот за смотрите. этот последние 2 месяца, например? Да, вот каждодневный анализ, сейчас я наберу, кто мне присылает это. Вот безработица. И вот посмотрите, вот динамика
кривая. Я не знаю, сможем ли мы показать зрителям. Показать не сможем, но понятно, да. Ну, понятно, что всплеск сейчас, да. Всплеск был. Был, да. Потом теперь, вроде смотрите, как пошло на спад. вниз. Да. И вот чуть-чуть, последний день, вот опять чуть-чуть идет всплеск. Но все равно это больше значительно, чем до коронавируса. Да, это больше. Вот он пошел вот до коронавируса, вот он пошел всплеск, в и вот мы цифрах, чуть-чуть опускаемся. как и процентах давайте. Это около Сколько полумиллиона человек у нас сейчас в фонде безработицы. Из работоспособных? Из работоспособных. И тут мы должны манипулировать немножко статистикой. Институт демографии дает 24 миллиона человек, которые трудоспособного возраста. Около 2 миллиона дает миграционная служба, которые вернулись с заработков с трудовой миграции из-за рубежа. Если мы посмотрим на наемных сотрудников, которые официально получают в формальной, задекларированном труде, это 10,5 миллионов найманного персонала, наемных работников. И у нас 1 700 000 предпринимателей, часть из которых нужно отдать, ну, честно говорить друг другу, часть из которых являются теми, кого используют крупные корпорации для своих ухода от налогов, целей. давайте так назовем. Да, если совсем уж грубо, но не хочется их обвинять там в каких-то там в текс-арбитраж. Ну и как вы оцениваете по сравнению с Европой и так далее? Что у нас будет безработица? Вот это очень конкретный вопрос. Я считаю, что у нас очень маленькая прослойка предпринимателей. Я вообще считаю, что правительство первое, что должно сделать после коронавируса, они частично это делают, они открыли программу 5-7-9, они открывают программу сейчас до нуля, и я считаю, что мы должны обязательно найти компенсаторов в государственном бюджете для того, чтобы, первое, ну что такое вообще предпринимательство? Предпринимательство – это идея, что я буду делать? Печь хлеб. Плести венки. Вы хотите активизировать вот этот сектор, чтобы безработицу не допустить роста? Потому что основное тут даже не наемный труд. И я бы даже сказала, что даже не предпринимательство. Вообще в макроэкономике это теория занятости. Теория занятости... Вы же профессор экономики. Я не профессор. Но вы экономист. Я думаю, что же вы такие вещи говорите? Ну я как бы... Знаете, у Шумпетера есть очень интересное определение экономиста. Вообще, если вы пороетесь в определении экономиста, вот кто такой экономист? Вот вы говорите мне, я экономист. Я экономист, вы я кандидат финансист. наук, ну скажите честно. Ну, я не кандидат наук, у меня есть кандидатская, у меня есть диссертация, которая... Так, вы мне не говорите комплименты. Короче, это не важно, потому что у нас много липовых кандидатов, это все не говорит ни о чем. Это не важно, да. Что у нас? Важно то, что я понимаю, что макроэкономика – это многофакторная модель. И важно то, что я понимаю, что это организм. И если болит голова, это не значит, что надо делать укол в голову. Можно делать укол в попу. И в этом случае у тебя будет эффект такой, который нужен для экономического всплеска. Укол в попу для того, чтобы экономический всплеск был очень сжат, если можно, мы эту тему завершим. Что это такое Это стимуляция предпринимательской деятельности. Я сторонник того, чтобы каждому... Ну, во-первых, чтобы мы изменили в Гражданском кодексе, я внесу этот законопроект через несколько недель, убрали норму о том, что физическое лицо занимается хозяйственной деятельностью, только имея регистрацию. У нас называется норма так: нельзя заниматься хозяйственной деятельностью без регистрации. А как это? То есть не регистрировать фирму вообще? Нет, это СПД. Это СПД. Да. Это называется, что если я сделаю... Вот я экономист, я работаю, но если я сделаю прическу своей соседки и получу за это деньги, я должна открыть СПД по определенному коду, что я занимаюсь прическами. Будет сейчас надо, будет не надо. Перечень, да. Вот перечень есть в налоговом кодексе, и норма Гражданского кодекса говорит о том, что невозможно заниматься хозяйственной деятельностью без регистрации. А вы уберете это? Я хочу это убрать. А как будут налоги платить? Я хочу, чтобы был перечень профессий, перечень занятости, которая не попадает под регистрацию. Ну а люди эти не будут платить налоги? Будут, но не будут платить налоги со всего. Потому что в моем концепте уплата налога должна производиться не физическим лицом, а семьей или домохозяйством. И семья и домохозяйство, оно у нас как субъект в налоговом кодексе вообще не субъективизировано. Ну, это хорошая идея на самом деле. Упростить, да, нельзя людям процесс работы на себя. И возвращать кормильцу налоги с прожиточного минимума. Возвращать один раз в год
домохозяйству, которое содержит вот этих утриманцев, у которого есть дети, у которых есть пожилые родители, которые не работают. Домохозяйство, вот мы все вместе, мы организовали работу, у нас одна крыша. Вы хотите какую-то американскую систему хотите делать? Это не американская, это австрийская, великобританская, африканская, австралийская. Ну и получится, не похоронится это Верховная Раде, это у нас много законов там хоронится. Я не знаю. Я не знаю, мне очень сильно нужна поддержка людей и общества. Я вообще считаю, что у нас очень мало было в прошлом народных депутатов, которые адвокатировали интересы именно домохозяйства семьи. У нас было очень много народных депутатов, которые лоббировали интересы бизнеса. Я специально использую разные глаголы. Ну, понимаете, лоббистов у семейного маленького дела не может быть, да? Адвокационщики могут быть. Да. Хорошо. Могут быть народные депутаты, которые представляют интересы вот этого самого middle и upper. Ну, я желаю вам только успехов в этом. Я думаю, что... Нет, мне нужна помощь. Так нет, ну, мне ваша нужна помощь для того, чтобы законопроекты, канал ЭТР это канал социальный. Мы не коммерческие люди, мы понимаем, что это такое. Да? Вы видите, как крымские татары выживают здесь, на материке, кто вынужден уехать. Вы видите, как у них малый бизнес, маленькие кафе, маленькие павильоны, где делают янтых, чебуреки, какие-то блюда, какие-то маленькие бизнесы разные, вот это стартапики, предпринимательство что угодно, нам нужно, понимаете? Не крупный бизнес, пусть даже не всегда эффективная, не всегда с высокой производительностью труда, потому что большие корпорации говорят, у нас там эффективность. Важнее гораздо эффективности и всего этого, вот эта занятость. Согласен, тогда социальной напряженности нет. Конечно. Конечно. Смотрите, вот как, давайте так, вот я люблю конкретику. Вот когда вы этот закон примете, а вы же все-таки у нас большинство, вот тогда придете и расскажете, что нового. Хорошо, Галина? Да, но кроме того прочего, социальной политики и так далее, вы являетесь членом трехсторонней контактной группы. Гуманитарной подгруппы, так это называется? Да, так получилось, что у нас еще в комитете есть еще и защита прав ветеранов. И подготовив несколько принятых законопроектов по ветеранам, мы вынуждены были столкнуться и с громадскими организациями ветеранскими. Но ветераны – это та часть, которая на самом деле, вот нас как канал «Вынужденный переселенец», да, нас это, конечно, больше интересует, как канал с оккупированной территории, и вы поймете, что большая часть вопросов будет посвящена именно этому, да, войне, оккупации и так далее, и так далее. Вы, как член гуманитарной подгруппы, тоже принимаете участие в этих там онлайн, не онлайн всяких заседаниях. И вот сегодня на сайте Офиса Президента отчитались о проведенном видеособрании рабочих групп в ТГК Минска. И вот что рассказали об итогах собрания этой группы по гуманитарным вопросам, в которой Галина принимала участие, устами Офиса Президента Украины. Давайте послушаем, и Галина нам пояснит. У межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб. Сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому. Також йшлося про питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою. Что конкретно и можно ли доверять, и будут ли работать эти договоренности в рамках этого? Ну, во-первых, они начали работать по Луганску. Во время ковида было остановлено полностью движение через КПВВ. Вот оно возобновилось за последние 1,5 недели. И мы 2 раза в неделю пропускаем по 20-30 человек. Мы отработали перечень гуманитарных подстав, на основании которых можно пропустить. Это поскольку абитуриенты, это болезнь родственника, это смерть родственника и похороны, обстоятельства, по которым человек оказался на какой-то территории из-за ковида без Скажем, денег, это исключение из карантина, грубо говоря. Понятно, что поток невозможно пропускать большой, потому что и вообще КПВВ, вы знаете, что трехсторонняя группа работает над тем, чтобы увеличить количество КПВВ, поскольку вот это такие вторая часть узенькие... вопроса. Сейчас сколько там, я имею в виду, Ну, по Луганску, например, 1. По Луганску у нас работает 1 КПВВ, и мы обсуждаем возможность сделать КПВВ еще в Счастье и в Золотом. И это связано с построением инфраструктуры, ну, и начиная с того, что туда дороги. Мы построили по Золотому, мы построили инфраструктуру полностью с дорогами к подъезду. Теперь мы ждали по нашей roadmap, такой, которая подписана была, дорожной карты, что с той стороны будут шаги по подготовке инфраструктуры. И у нас до 25 числа была гарантия безопасности
безопасности, что мы не будем здесь стрелять. Ну и что? И наша сторона, ну вот сегодня мы считаем, что мы можем продлить гарантию. Мы заявили вчера, что мы можем продлить эту гарантию Они еще ничего на не успели месяц. сделать и не сделали. Нет, они тоже сказали, что они готовы продлить гарантию, но они говорят о том, что перед тем, как они начнут движение по построению инфраструктуры, вы, пожалуйста, постройте еще в счастье. А мы не знаем. Вот мы находимся сейчас в такой ситуации, что мы построили инфраструктуру в Золотом, и у нас есть эти гарантии безопасности. А там и если непонятно, мы что. построим там, Не, ну, не конечно, будет ли это доверять все... этим в кавычках партнерам очень Да. сложно, да, это же понятно, кто, что эти за люди. Да, идет все в таком... Это очень большая проблема, потому что принцип вот этого скептического отношения к заявлениям друг друга и, в общем, вся история как бы предыдущая, она не стимулирует Галина, ну о чем доверие. говорить, если недавно из Луганска оккупированного, устами не буду повторять кого, были прямые угрозы отодвинуть линию разграничения, вот разведение войск, они просто шантажируют, а мы сейчас возьмем и отодвинем. Как можно доверять, если их там так называемая голова, но он марионетка, понятно, говорит, а мы, если что, вообще... Ну, он блефует, конечно, там украинская армия не даст, я уверен, этого сделать. А мы, если что, продвинем линию фронта. Как с такими иметь дело, не понятно. То есть он может отвечать только за себя. И надеяться, что они хотя бы ну, что-то хотя бы сделают в рамках вот этой имитации заботы, так сказать, вот о процессе. Да, но ми є заложниками группы безпеки. Вы знаете, что безпековые питания, да, вопросы они безопасности, они на первом да. месте. И мы не можем, если военные не договорились о том, как они, Ну, как у понятно них же, движение, да, но гуманитарные вопросы Хорошо, решаться не могут. по обмену удерживаемыми лицами, так это называется? Да, но кроме этого есть еще пропавшие без вести, и есть еще места захоронения, по которым находятся наши тела наших ребят, девчат, тоже там есть и женщины. И вот мы начали практически только движение по возврату останков. У нас есть в Днепропетровске большой институт, где есть неопределенные опознания людей. А что и эти террористы говорят? Мы вернули несколько человек, и мы дали места захоронения, по которым мы просим, чтобы там нашли наших людей. А кто этим занимается? Они сами там этим занимаются? Да, они, к сожалению, на прошлых переговорах мы очень активно обсуждали участие Международного комитета Красного Креста. К сожалению, Международный комитет Красного Креста допускается даже террористами. Даже террористы это такая организация, его да, которая везде действует. Да, Да, они ведут двухсторонние переговоры. Ну вот нужно понимать, что чисто в гуманитарном деле. МКЧХ, да, они ведут переговоры. Вот если они ведут переговоры, они ведут с украинской стороной. И если им нужно что-то проверить, мы пускаем их в наше пенитенциарное заведение. Эти не пускают. Да, они не пускают. И без допуска кого-то, кто бы посмотрел, потому что у нас есть много оперативной информации о том, где удерживаются наши лица. И при этом, когда мы запрашиваем какую-то фамилию, у нас есть информация, мы даже предоставляем информацию, видео, есть... Они могут делать вид, что нет ничего, а проверить невозможно. Да, проверить невозможно. И это основная проблема. И она тоже не стимулирует доверие. Ну, то есть, можно ли сказать, что они саботируют эту работу с той стороны? Вот я не дипломат, да, по своей логике, однако я прекрасно понимаю, что эскалация тоже не приведет к тому, что мы освободим людей дополнительно. Нет, я понимаю, что вы член контактной группы, я это все вашу функцию понимаю. Вам главное вернуть людей и так далее. Да. Но, смотрите, сейчас одну секундочку, я просто скажу, что у нас есть телефон в студии Viber, можно звонить с оккупированных территорий, можно звонить с свободной Украины. Плюс 38 073 419 4158 или skype atr.tv. Вы видите это на экранах. Звоните. Галина Третьякова, глава комитета по социальной политике и ветеранам. Но все-таки вот мне кажется, да, я перебью вас немножко. Мне кажется, что нам более важно, во-первых, я как бы прошу все наше общество с доверием отнестись к этой работе, что у нас реально работает группа и оперативных работников, и СБУ, которые в том, что вы хотите вернуть людей и вернуть останки погибших, в этом нет никаких сомнений. А вот теперь вопрос давайте возможности и эффективности. Нет, смотрите, очень важно, как это организовано. Вот я столкнулась, 2,5 недели я занимаюсь этим вопросом. Я столкнулась с тем, что с обществом вообще мало кто разговаривал. А как мы контактируем с обществом? Вот вопрос такой. Как родственников тех людей. Вот смотрите, куда им звонить? Вам.
Вот, смотрите. Есть омбудсмен еще есть. Да, есть омбудсмен. Есть при АТЦ у нас есть антитеррористический центр, при нем создан объединенный центр, который работает. Да, там есть мобильные телефоны. Он создан уже достаточно давно. Там работает 16 человек, потому что работать... Вот мы же говорим, что я народный депутат, у меня есть основная работа. И есть комитет, секретариат которого... Да, все должно быть эффективно и в одном месте. Должна быть организация, должна быть структура. И должна быть одна точка входа, там, где начинают активно работать с фамилиями. Вот есть родственники. Кроме этого, родственники нуждаются в психологической поддержке. Родственники, не получая информацию в двухнедельном, ежемесячном режиме, как продвигается дело, даже если оно продвигается туго, но родственники беспокоятся о том, что с людьми. В общем, куда обращаться? С ними надо разговаривать. В противном случае, да, обращаться. Мы вот сейчас начали это создание. Вот я 2 недели, я думаю, что если мы встретимся с вами где-то через месяц, мы сейчас создаем при Комитете социальной политики волонтерский центр. Мы нашли группы ребят, которые готовы эти списки брать. По вызволению людей с оккупированных территорий Луганской и Донецкой области. Я думаю, что мы выйдем до конца года, мы будем готовить законопроект, будем выделять достаточно небольшие средства в бюджете для того, чтобы создать прототип агенции, которая занимается расследованием и поиском наших людей. Чтобы никто не пропал. Да. Смотрите, но до конца года я все понимаю, и понимаю, что это не ваша там вина, но это надо люди сидят параллельно. каждый день, люди, пропавшие без вести, уже давно, да? Есть ли что-то конкретное сейчас, к чему вы идете по обмену? Есть ли следующий этап обмена? Видите ли вы его или пока до этого видите? Да. Значит, за эти два тура переговоров мы отклонили ту стратегию, которую нам была предложена ОБСЕ. Не хочу сейчас говорить, коротко, что ОБСЕ предлагал... У нас в Минских соглашениях написано обмен всех на всех. И в Парижском саммите тоже было предложение... Но это общее. Понятно, что сразу это не будет. Да, они не пойдут на это. Это динамический процесс. Поэтому нам нужно оговорить стратегию этих обменов, или мы там делаем так, как это было в прошлом, подтверждая, устанавливая лица один у другого больших групп, либо мы должны перейти на обмен маленьких групп и при этом возродить вот это доверие, когда возможен обмен. Вот Украина всегда делала обмен, когда у нас мы передавали людей в достаточно больших количествах, чем забирали. Да, и много это возмущало, кстати, общество, что вот так сейчас получается, мы должны перейти вне зависимости от того, не должно быть математической формулы. Должна быть готовность сторон, допустим, в какой-то момент готовность одного установили, здесь 10. Давайте это сделаем. Можно ли сказать, что может быть переход от стратегии, вот мы долго-долго ждем и наконец что-то получается или не получается с какой-то более большой группой? Может быть, будет так, что будет чаще, но небольшими группами? Мы хотим этого, но еще раз, это переговорный процесс, в котором та сторона должна согласиться на это. И при этом есть разный обмен, потому что вы же знаете, что территория управляется из Москвы, и удерживаемые лица есть как российского гражданства, так и люди, которые проживают на неподконтрольных территориях, которых они запрашивают. Да. Запрашивают, кстати, далеко не всех. Поэтому тут тоже у них тоже, вероятно, с процедурами тех, кого они запрашивают, они там тоже как-то формируют по какой-то логике, по своей. Поэтому разговоры, динамика разговора совершенно разная по отношению к этим лицам. И мы бы хотели выйти на более частые обмены, пускай и небольшого количества людей, но мы бы хотели, чтобы эти обмены приводили к тому, чтобы большая часть наших людей возвращалась. Эту сторону как-то торопят французы, немцы. Они говорят, вы вообще собираетесь реализовывать то, что вы там хотя бы вот это подписали? ОБСЕ не является командиром для той или для другой стороны. Они являются модератором процесса. Но модератор тоже может сказать, вы ответьте на вопрос, пожалуйста. Вот прозвучало предложение от украинской стороны. Что вы скажете? И мы фактически находимся здесь
в международном праве. Именно поэтому у нас работает еще несколько групп, где есть и Александр Мирешко, он специалист по международному праву, возглавляет делегацию ПАРЕ от Украины. И есть Костин Андрей, высококвалифицированный юрист, который может готовить законопроекты, которые могут приводить к каким-то вот положительным сдвигам в этом вопросе. Я могу сейчас только сказать, что мы очень активно в этот процесс вклинились. Я думаю, недаром у пана Грызлова со стороны Российской Федерации вдруг возникло желание поменять состав украинской делегации. Я думаю, что... В смысле? В каком-то как смысле... это он может поменять состав украинской делегации? Он недоволен. Вот он а кем недоволен. он вами недоволен? Кем он недоволен? Он не назвал конкретно фамилии, но в прессе, в той, которую мы отслеживаем, поскольку находимся в этом процессе, такие высказывания были. И я думаю, что это в каком-то смысле даже признание того, что сейчас делегация находится в более сильной конструкции. И мне кажется, что мы даже в какой-то мере захватили инициативу по некоторым вопросам. Когда мы предлагаем повестку дня, когда мы предлагаем какие-то вопросы. Им нужно что-то отвечать же хотя бы для приличия там в ОБСЕ. Вот, например, в гуманитарной группе мы предложили обсудить тему возврата уголовных дел, которые находятся там по осужденным лицам до 2014 года. Это те, которые хотят вернуться в украинских тюрьмах сидеть. Я думаю, что мы через некоторое время попросим еще и дела пенсионные, которые находятся там. То есть есть ряд таких вот вещей, по которым нам нужно вернуть и документацию, которая была раздроблена до диджитализации тут у нас наших процессов и осталась на неподконтрольной территории. И она связана с тем, что у нас есть какие-то проводчины, какие-то договорные гражданские отношения на этой территории. Констатации смертей, констатация рождений. За это время скажите, Галина, много ваше вот ощущение уже по какому-то опыту в этой сфере. Вот те люди, которые, при посредничестве, понятно, посредников, которые в Минской группе, да, вот те люди, которые представляют, скажем так, ОРДЛО, да, они сами принимают решения или это только все в Москве утверждается? Нет. Это видно по их поведению? Это видно даже в видеоконференции. А как это выглядит? То есть они молчат, они перезванивают, они что? Да, это видно, как сидят все в телефонах. Например, российская делегация, вот когда мы беседуем, то российская делегация достаточно многочисленная на нашей группе, очень часто сидит просто в телефонах и что-то пишет. И вот такая связь, она где-то отслеживается на таком, знаете, вербально-невербальном уровне, ощущение, что управление есть, с другой стороны, оно присутствует постоянно. Кроме того, пресс-релизы с той стороны видно, что они заранее подготовлены. На это обратил внимание, кстати, вот статья вышла РБК, по-моему, сегодня. Вот они обратили внимание, журналисты при расследовании, что пресс-релизы готовятся заранее. Обвинили нас, что мы срываем переговоры, однако на самом деле сам лично пан Грызлов на заседании, в видеоконференции, в моем присутствии на втором раунде переговоров, он отсутствовал. Слушайте, а Грызлов, просто я-то в Украине его мало знаю, кто он такой. А я, когда еще жил в России до 2015 года, это достаточно одиозная, достаточно такая значимая была фигура. Для него это ссылка такая, его отправили туда? Или он там действительно активно себя как-то ведет? Еще раз, я не отношусь к людям, которые изучают досконально досье на как он себя ведет? Вот это же бывший как бы крупный деятель политический. Он был спикером Госдумы. Я не буду комментировать эту ситуацию. Я думаю, что вы можете по этому вопросу интервьюировать пана Резникова. Он спец по этому вопросу. Пригласим пана Резникова. Мне не очень нравится быть некомпетентной в каком-то вопросе. Кроме этого, я не хотела бы личные какие-то восприятия переносить на... Хорошо, для пользы дела бог с ними. Да, мы знаем, кто это такие, в принципе. Я просто хотел поинтересоваться, как он себя ведет. Напористо ли или пропускает заседание? По-разному. Он не только он один. Из администрации президента Российской Федерации присутствуют и другие лица, поэтому тут... Но то, что они готовятся к этому, это 100%. Вы знаете, что вот недавно, буквально позавчера, здесь был Дмитро Кулеба, министр иностранных дел Украины, и мы с ним говорили на разных темах, естественно, и о Минском процессе, и говорили о той так называемой стороне, и он сказал
про вот эти оккупационные администрации, это сейчас вызвало страшное бешенство в российских СМИ. Мне просто люди, которые это смотрят, говорят, что они просто там бесятся и так далее. А сказал Дмитрий Кулеба, собственно говоря, позицию государственной Украины, обозначенную в этих документах. Но что у них вызывает такую реакцию? Я хочу вашу оценку услышать. Сейчас мы послушаем цитату из Кулеби и обсудим. Ми ж з ними не будемо вести розмову. Відповідно, вони не мають жодної перспективи в нинішній системі, точніше не в нинішній, а в системі врегулювання і в майбутньому Донбасу. Якщо буде безпека, якщо буде виведення військ, якщо буде відновлений контроль за кордоном, то, власне, де в цій картинці окупаційній адміністрації, відповідь ніде. Истерика там, хотя, собственно, что новое? Это государственная позиция Украины. Я думаю, они очень сильно хотят этой субъектности. Вот, я поэтому хотел спросить вас. По гуманитарной группе это видно в отношении, виден такой термин, я хотела узнать, кто вообще это ввел, это украинская сторона или их сторона, процессуальная чистка, я не знаю, слышали вы такой вещи? Она задекларирована как законные основания, которые должны быть у удерживаемых лиц при передаче их по линии разделения, по линии размежевания. И вот сегодня они трактуют эту процессуальную очистку как то, что человека, которого они обменивают, этот человек должен быть у нас, и мы якобы обязаны его процессуально очистить от уголовного преследования. Но это не так. Для того, чтобы процессуальная очистка произошла, для этого они должны как минимум, когда они вернутся, обратиться к нам в наши инстанции, в том числе и к президенту, если это указ о помиловании. Они будут обращаться? Вот те, кто... лица, физические лица, граждане Украины, которые будут перемещены на неподконтрольную территорию, ну, они граждане наши вот по юридическому статусу. И в случае, если мы их обмениваем, они требуют, чтобы тех лиц, которые мы обменяли, чтобы они были очищены от уголовного преследования Украины. Мы декларируем, что мы готовы забирать своих людей без вашего... Нет, они хотят, чтобы там подписи в бумагах стояли их, да? Что они хотят, чтобы их граждане не имели уголовное преследование украинскими властями. Их граждане. Вот, ДНР, ЛНР? Нет. Смотрите, чтобы вот, ну они же так же считают, да, что они субъектные, что вот они. Почему они хотят, чтобы вы взяли от них какую-то бумагу, на которой будет стоять штамп ДНР? Чтобы они могли выехать оттуда, и чтобы украинские власти их не преследовали, чтобы уголовные. Ну, кстати, нет, слушайте, они же не о людях заботятся. Ну, что им какая разница, кого не передают, что там в Украине с ними будет? Они же заботятся о своей легитимизации. Конечно, да. Вот это легитимизация. Они хотят, чтобы их. вот такая Галина Третьякова или кто-то еще взял у них бумагу и сказал, ну давайте с этим работать. Все, этот контакт произошел, а дальше они будут рассказывать всем, что вот мы с украинской стороной тут ведем переговоры, значит, спасибо, у нас... Мы переговоры ведем, вот в нашей группе работает Владимир Соловьев, и вот наши как бы переговоры происходят с Российской Федерацией. Однако за ОБСЕ и Россия, они делают такой айкидо, ну, потому что обменом мы не можем заниматься, да, на да, вот эту понятно. вот квази-администрацию. А ОБСЕ тоже подталкивает вас к общению с этими администрациями? Я думаю, что ОБСЕ не может не подталкивать, поскольку в гуманитарной группе обмен, он происходит вот этой администрации, которая удерживает. Хорошо, вот прямой вам наши... вопрос. Это очень важный вопрос. И я хочу от вас услышать. Вы можете гарантировать, что ни вы, ни другие члены вот этой трехсторонней контактной группы, по крайней мере гуманитарной, ну, то, за кого вы можете отвечать, да, не подпишут и не возьмут в руки ни одной бумаги от них и не подпишут ни одного документа? Я точно ничего не возьму, ничего не подпишу. У меня нету полномочий ничего подписывать и ничего ну хорошо, давать. давайте по-другому сформулируем. Не вступите в какой-то двусторонний контакт без посредников, чтобы они которые не смогут трактовать русские как признание... Нет. Даже письма, которыми мы обмениваемся, у нас нету прямого контакта по письмам. У нас есть технический почтовый ящик в ОБСЕ, и вся переписка по обмену происходит только на модератора ОБСЕ. И никакой переписки, ну там какой-то там вот такой прямой или там телефонных каких-то звонков, никаких нет. То есть только ОБСЕ
как это и положено в Минских соглашениях, Ну, является собственно, это и есть позиция транслятором. президента и официальная позиция Да. Украины, что Но- мы не признаем никаких этих администраций. То, что Кулеба сказал, нет, их нет. Для нас их нет и не будет никогда. 100%. Был у меня тут вчера тоже ваш коллега, наверняка вы знакомы, Сергей Рахманин, «Голос». глава фракции «Голос», уважаемый журналист в прошлом, и он достаточно авторитетный депутат тоже. Да? Он вчера высказался о Минских соглашениях. Я хочу, чтобы вы свое мнение высказали, услышав мнение Сергея, вашего коллеги по парламенту. Вони не мають жодного юридичного сенсу. Б, вони не працюють. В, вони ніколи не будуть працювати. Не йдеться про те, що от ми виходимо і кажемо, все, Мінські угоди від сьогодні не працюють. Йдеться про те, що ці угоди підлягають ревізії, а на ревізію Росія не погоджується. Ну вот вам не кажется, что вы занимаетесь работой с нулевым результатом в итоге? Ну, во-первых, Сергей Рахманинов является оппозиционером. И, Он является патриотом Украины, я надеюсь, как и вы, поэтому о чем ну нам да, разговаривать? но это разные вещи. Да. Монобильшесть, которая сегодня является частью власти, у нас президент, кабинет министров и народные депутаты, вот и коалиция, большинство Да. в парламенте, это власть, которая сегодня по 3 веткам управляет Украиной, она несет ответственность за это и за страну. Ну, За экономическое развитие, за социальное развитие, за Я военное, про Минск за спрашиваю. безопасность. Ваше отношение так это к же Минским часть, соглашениям. смотрите. Поэтому у оппозиции, ну вот я была экспертом, да, в предыдущей своей жизни. 9 месяцев назад я была экспертом. И я критиковала, вот у меня позиция была, я критикую власть, вы делаете Так он это не так. власть критиковал. Он критикует Минские соглашения. Он говорил, что они ничего не стоят до того, как стал депутатом. Смотрите. И я не депутат, я тоже говорю, что в итоге это ноль. Он же говорит, что, Мое мнение. ну, то есть, как бы у него посыл какой? Зачем вы что-то делаете, да? Ну, а там все равно ничего не будет. Ну, хорошо, что вообще ничего не делать? А что делать? Ну вот гуманитарная группа, там абсолютно конкретные результаты. Перемещение людей по линии размежевания. Не делать? Открывать КПВВ. Думать о том, каким водопроводом нам снабжать Мариуполь. Думать о том, платит или нет за водопровод Луганск и Донецк. А зачем вообще снабжать водой Луганск и Донецк? Это помогать оккупантам хорошо жить там? Давайте думать, давайте тогда отключим и сделаем гуманитарную катастрофу для людей, которые там живут. Но по Донецку нужно понимать, что наш водоканал по Донецку, по Мариуполю, если мы останавливаем Донецкий водоканал, в Мариуполь вода идет размежевание через Донецк. То есть как только мы перестаем подавать воду в Донецк, у нас Мариуполь остается Скажите, без а у воды. нас вот за все это время оккупации Ордло так и не сделано независимого водоснабжения по многим Не пунктам? сделано. Об этом вот буквально вчера говорила с Министерством экономики, о том, что я думаю, что нам нужно инициировать в Верховном Совете строительство водоканала, даже начала консультации по поводу того, сколько это может стоить. И думаю, что даже просто начало строительства такого водоканала будет иметь уже дипломатический эффект. Смотрите, вообще иметь общие сети любые с оккупантом, ну это как-то странно. От этого, в принципе, вот мы же избавились там от зависимости по газу, например, да? Да. Мы же должны избавиться, наверное, от любых таких зависимостей. Как Правильно. ваше мнение? Я считаю, что это делается. Знаю, что в Мариуполе мы дополнительно делали водохранилище, которые позволили бы даже и сегодня, может быть, не остановить полностью водоснабжение, но уменьшить подачу воды. И думаю, что донецкая территория без вот такой подачи воды продержалась бы меньше, чем наш Мариуполь. Но Даже- в Крыму же воют, вы же слышали, как они воют насчет подачи воды в Крым? Не хватает, у них же там на севере дивизии стоят, и там они же воды-то жрут нормально, всякие Ну да, военные производства. я вообще считаю, что в любых Да. дипломатических отношениях экономические, прагматические интересы играют очень серьезную роль. Конечно, серьезно, они истерики, они сейчас говорят, снимайте санкции, иначе мы продолжим стрелять. Они вот прям, я просто не буду цитаты эти все эти давать, да, они говорят, дайте нам воды, у нас в Крыму гуманитарная катастрофа. Мы им говорим, уберите ваши войска, там не будет никакой катастрофы. Вы тогда привезли сотни тысяч людей и расквартировали их по всему Крыму. И
сейчас на севере? Ну, всегда в дипломатических отношениях либо мы ведем переговоры и таким образом сохраняем жизни, потому что не стреляют. И тут сослагательные наклонения, они тоже очень сложны. В какой момент нужно перекрывать воду? В какой момент мы должны... Ну, наверное, в тот момент, когда мы обеспечиваем независимую систему водоснабжения для себя. Почему это не сделано, я не знаю. И зачем нам иметь... Понимаете, эта оккупация может продлиться год, а может продлиться 10 лет, а может продлиться 1 месяц. Это все меняется в этом мире моментально. Но зависеть, иметь общие коммуникации с оккупантом, вот с Крымом мы не имеем общих коммуникаций. И как-то никто не умер. Могу вам сказать, что я буду инициировать строительство отдельного водопровода на Мариуполь. Вот буду считать сейчас, сколько это стоит. Я думаю, что это цифра где-то в районе 4-6 миллиардов гривен. Это то, что вот мне говорят эксперты, с которыми я консультируюсь. Думаю, что вне зависимости от того, что будет подавать правительство, буду инициировать поиск этих денег, вплоть до того, что 4-6 миллиардов гривен мы можем дополнительно напечатать для того, чтобы сделать это водоканал. Он не повлияет на инфляционные процессы. Это вопрос национальной безопасности и позиции Украины в переговорах тоже. Конечно. Это же тоже часть переговорной позиции, да? Конечно. Я хотел спросить, ну, наверное, понятно, что Крым вообще не входит в сферу вашей ответственности. Да, Минские соглашения, к сожалению, не охватывают... Не в парламентских делах тоже. Проблемы Крыма. Я достаточно близка с Меджлисом и с вашим каналом, но я думаю, что эти контакты у меня носят характер личных контактов с теми... А чем ваш комитет может помогать, там, не знаю, вынужденным переселенцам из Крыма, людям, которые, ну, крымским людям, любым? Есть какие-то программы помощи? Ну, это часть программы, которые должны формироваться все-таки у пана Резникова, как у вице-премьера. Я думаю, что он более детально это расскажет. Я знаю, что он такие планы готовит. Какие-то законопроекты, которые облегчат. Вот по вузам был какой-то, но это не ваш комитет, наверное, решение об облегчении для поступления и так далее. ЗНО, вот 91 вуз, в который можно без ЗНО но это уже поступать. намного круче, чем раньше было. Конечно. Это Но я думаю, что это надо смотреть все-таки у пана Алексея. Он делает эту программу. Я знаю, что он очень активно над ней работает, потому что эта программа, часть программы действий уряда, первая итерация которого не прошла в парламенте. Вы знаете, что программу действий уряда, которая была подана правительством Шмыгаля недавно, она не была воспринята, в том числе и нашим комитетом. И мы подготовили достаточно серьезную работу замечаний в программе действий. Я знаю, что работает и премьер-министр, знаю, что работают вице-премьеры. Давайте подождем немножко. Давайте, я всегда на связи, вам телефон свой дам. Вы сообщайте, если сущностные новости по делам, касающимся оккупированных территорий, в том числе оккупированного Крыма. Мы всегда вас в любой эфир пригласим, и вот новости возобновим. Скоро у нас служба новостей, к сожалению, пока не работает. И будем информировать об этом, потому что это сущностные важные вещи. Для людей они ждут этого, они не ждут общих разговоров, они ждут, что мы что-то сделаем здесь, да? Мы с вами там. Давайте подождем. Я думаю, что неделю-две я не буду анонсировать. Хорошо, нет, к сожалению, к программе действий уряда депутаты не привлекаются, но я 100% гарантирую, что мы будем обсуждать ту программу, которую подготовит правительство. Вы же сказали. Вы должны работать в связке. Конечно. Да, это же ответственность все равно одна. Она на президенте. Я не знаю, должны ли мы быть в постоянной связке. Я не думаю, что мы должны дублировать функции друг друга. Я не про коррупционные замещения друг друга. Нет, но все должно быть все-таки связано. Демократия все-таки это веса и противовесы вот этих веток власти. Вот давайте я про ветеранов вас запытаю. Вот говорят там монобільшість, что вот там Зеленский все может, вот депутаты все может, и действительно оппозиция часто говорит, вот вы все можете и так далее, и так далее. Значит, президент Зеленский может гораздо больше, чем все предыдущие президенты. Это я вам абсолютно не потому, что я из монобільшости. Да нет, полномочия понятно, я про другое. Но есть примеры, которые показывают, что не все, и что я даже не про раскол монобільшости буду сейчас говорить. Это не моя тема, мне это на самом деле не очень интересно. Да? Мне интересен результат. Вот был такой закон, значит, который на самом деле называется закон о внесении поправок, я боюсь сейчас соврать, в ряд законов о гражданстве Украины. В ряд законов о гражданстве. Двойное гражданство вы имеете? Он называется, его назвали. Да, его назвали. Законом о двойном гражданстве. Он не является законом о двойном гражданстве. Там есть статьи, которые как-то этот вопрос урегулируют, но я
отметаю это в сторону. Мы не хочу это обсуждать. Да. Я хочу обсудить то, что касается ветеранов и конкретно части ветеранов, которые не имеют, вернее, не имели или не имеют до сих пор гражданство Украины. И служащих ВСУ, военнослужащих. И там есть целая глава. Я вам ее прям вышлю потом. Да? Вот сейчас показывают у нас на экране. Посмотрите. Вот эта глава. Она касается как раз тех людей, которые хотят выйти из гражданства России. Выйти. Но не могут этого сделать, потому что Россия из своего гражданства никого не выпускает. Вы же знаете, сейчас значит, они и Сенцова считали гражданином России, хоть он вообще ничего не подписывал и не получал бравуру, просто по умолчанию. Помните, был День Икс, они всех признали гражданами России. Наших всех ребят, судей крымских татар, как граждан России, хотя это все незаконно от начала до конца, да, и такие же ветераны, там, не знаю, Отрегулируем этот политические, вопрос? смотрите. Этот, значит, закон заклеймили как закон о двойном гражданстве. Поднялся хай, что там это зрада и так далее. Я не отношусь к этим зрадникам, и я буду голосовать за него. Вот, послушайте, там есть нюансы. И там такие-сякие, которые можно всяко регулировать. Но есть, например, такая вещь, вот я просто вам скажу. Президент Зеленский одни из первых указов был, один из первых. Долгожданный, на самом деле, я просто этих людей знаю. Это люди, такие как Юлия Толопа, ветеран, она с российским гражданством воевала за Украину. Полно таких людей, много. Им, значит, Верховный главнокомандующий президент чуть не первым указом дал украинское гражданство. Вы знаете, что они до сих пор не могут получить паспорт? А знаете почему? Потому что в этот закон, который назвали законом о двойном гражданстве, включили до кучи все, то есть все изменения, и он был внесен президентом как первоочередной, да, и по идее должен был. Но сейчас я смотрю, и там Разумков, и Стефанчук говорят, что ну мы отложим его еще на полгода, а потом там еще что-нибудь, еще на полгода отложится и так далее. И вот заметьте, наступит тот момент, когда люди такие, как и волонтеры, и фронтовики, как Юлия Толопа, и другие, они просто потеряют гражданство Украины, которое им дал президент Зеленский. Срок там 2 года, да. Они должны выйти из гражданства РФ, РФ не выпускает из гражданства. И там вот эти статьи, вот эта глава конкретная, она дает таким людям, которые преследуются Россией, которые воевали и так далее, там есть там буквально 5-6 пунктов. Вы что вы предлагаете? Я предлагаю вычленить отдельный закон, вот эту сделать главу, отдельным да, законом. потому что этот закон, он же не цельный. Там есть куски, которые касаются тех или иных вещей. Вот эти категории граждан Украины, которые не должны, они не могут выйти из русского гражданства. Не могут. Никак. Понимаете? Это замкнутый круг. И вот снять вот эту ерунду и сделать декларацию о выходе из гражданства официально, но на нашей стороне здесь, не связываясь с оккупационными, с российским, с врагом, люди, которые преследуются державой-агрессором, не могут обращаться к державе-агрессору ни за какими бумагами. Точка. И Украина должна наконец это длиться с 2014 года, Галина. Хорошо, я переговорю по этому вопросу. Переговорю с авторами законопроекта. Переговорите, пожалуйста. Я с Сергеем Рахманиным говорил. Дмитрием Разумковым. Хорошо. Потому что это, понимаете, это может выглядеть как там, ну да, надо в комплексе принять, но есть вот конкретная глава, которая касается конкретных совершенно людей. И это те самые люди, которым президент Зеленский дал гражданство. Не только они, есть люди, которые получили там по родственным связям, по происхождению, по рождению и так далее, но в том числе и их тоже нужно, потому что есть категория людей, которым не нужно двойное гражданство, которые хотят отказаться от этого второго ненужного им гражданства. Спасибо, что вы это публично поддерживаете. Да. Я думаю, что для общества, вот кто это тупик, против этого... Это тупик, понимаете? Это тупик для людей, которые хотят не получить себе право на второе гражданство, а хотят быть гражданами Украины и выйти. Вот не нужно нам это. Все, до свидания. Там, прощай, немытая Россия. Знаете, как у Лермонтова, да? И проголосовать это может за 15 минут вот этот блок вот этих вот граждан, которые не могут физически получить вот этого отпущения из этого крепостного права документального, да, и сказать: все, ребята, вот вы люди преследуемые, воевавшие и так далее, по политическим мотивам там и так далее. 2 реплики. Вы зацепили монобільшість раскол. Я считаю, что раскола нет. Да, я и не настаиваю на этом, я не политолог, я думаю, что я на этом играть не собираюсь. И еще вот одна, ну может не реплика, может несколько предложений по поводу президента. Я давно работаю в реформах, я работала в целевой команде реформ, Национальной рады реформ в реформе, поэтому я как бы понимаю, знаю, что Ющенко пробовал в свое время таких, знаете, наркомов, у них к спасхаверам они очень часто говорили о том, что, возможно, необходимо ввести народных комиссаров с чрезвычайными полномочиями по какой-то реформе, допустим, там реформа охраны здоровья. Давайте введем человека, который был бы самым главным в реформе охраны здоровья, которому бы подчинялись министры,
министры, там министр Это вы финансов. к чему говорите, Галина? Я к тому, что реформа вообще штука мультидисциплинарная. И для того, Опять чтобы... вас ученый заговорил. Да нет, это не ученый. Вот вы часто говорите, это теория. Значит, Хорошо. ну, во-первых, это Всё, молчу. У чепуха нас 2 полная. минуты. Молчу. Чепуха полная, это не ученая. Должен быть хаб в системе государственного управления, который... Вот пенсионная реформа, это Минэкономики, это Пенсионный фонд, это Минсоцполитики, это Минздрав, это, не знаю, куча вот У нас министерств. называется рабочая группа. Хочешь что-то похоронить, создай рабочую Да. группу. Так Да. вот, это не работает. У премьер-министра есть функция делать коммуникации. Так вот, у нас это не только проблема Украины, это проблема в том числе и парламентов, и кабинетов министров европейских стран. Как только идет реформа, которая идет на стыке нескольких министерств, она не проходит. Да. Вот у сегодняшнего президента, у Владимира Александровича, очень хорошо получается хабить. При том, что очень многие ему забрасывают, что он там не должен заниматься экономическими реформами. Но мне кажется, что эта функция, вот у него очень хорошо получается. Когда есть проблема, там, цены на коммунальные услуги, и нужно Министерство Собрать энергетики, тех, экологии, да. Минфин, соцполитики, субсидии, Минэкономики и так далее. Вот когда нужно вот это все сделать, у него эта функция получается, и она происходит у него, это мои личные ощущения, не так, как это, допустим, происходило у Порошенко в административном таком, а вот он ищет какие-то творческие, креативные подходы в этой группе, и он дает людям, и министрам в том числе, реализоваться как политикам. Это тоже серьезная Нехай проблема. реализуется. Если такую возможность им президент Зеленский дает, Пусть как говорится, да. и вот те, кто не сможет реализоваться, они должны уходить с должностей, потому что кабинет министров и министры – это политические должности. И кабинет министров – это не авторитарное управление премьером. Каждый министр должен быть тем, кто инициирует нужные стране вещи. У нас заканчивается время. Вы настолько энергичны, как будто вы вот действительно и хотите не только законодательством заниматься, но и что-то претворять в жизнь. Но вообще это все действительно все должно быть вместе. Да? Вот, и можно класть на полку, можно там годами не рассматривать что-то, но надо решать. И я на самом деле в слове турборежим не вижу ругательного. Вопрос в том, что вот этот режим был все полностью по закону, но в многие вопросы. Знаете, почему Саакашвили там что-то удалось? Потому что за 15 минут многие вопросы решал. Да, да. Скорость решения определяет очень многое. И знаете еще, что определяет реформу? Отсутствие страха. В нас так впитан в нашу сущность страх чего-то изменить. И очень часто я слышу на своих комитетах «не сделать хуже». Мы не доктора в этом смысле. Иногда в реформе делается кому-то хуже. Но делается ли это простому человеку хуже или тому, кто сегодня сидит на финансовом потоке? Смотрите, Галина, я рад, что вы пришли к нам и будете приходить еще. Я вижу, что вы человек энергичный, целеустремленный и открытый. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что всем было интересно, и мы с вами обменяемся контактами и будем на постоянной связи. Спасибо. Мы и дальше будем вас знакомить и с людьми, которые принимают решения, но которым не все равно. Я считаю, что единственный критерий приглашения людей в нашу студию АТР, это то, что им не все равно. Спасибо, Галина. Спасибо и вам. Смотрите АТР. Всего доброго.